Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – его мысли, чувства и действия. Тема не характерная нашему каналу, но все же, почему нет? Давайте попробуем, может быть, и на самом деле кому-то данная тема зайдет и будет интересна. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Судя из названия, как я думаю, вы понимаете, что видео предназначено только для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте о себе. Посмотрим вашу характеристику, ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Какая дама сейчас смотрит данный расклад? Человек, который сейчас пришел на расклад, он никому и ничему не верит. Может быть, даже атеист. Или человек, который вообще пока не тронет, не потрогает, не пощупает, да, вот он не поверит. Вот нужны ему факты, доказательства какие-то. Ни с кем не общается особо, да, вот как-то меньше-меньше. Вот или сокращал свой круг друзей, знакомств, общения. Вот как-то так, до минимума. А у кого-то здесь только одна подруга всю жизнь, на всю жизнь, да, или вот дружу с кем-то одним из общества, и хватит. Вот так вот. Рассудительная, очень справедливая. Я бы еще сказала, здесь человек палач, тот, который по заслугам появился в жизни каких-то людей. То есть для кого-то вы счастье, а для кого-то вот на самом деле терпи. Да, вот терпи меня такую. А для кого-то вы можете являться и наказанием. Вот такая вот дама. Вы, кстати, человек, который может расстанавливать какие-то чужие сюжеты, да, какие-то ситуации, или это какие-то отношения вот в голове своей, или на самом деле можете рассуживать людей. А может быть, даже пришли и судьи на расклад, да, те, которые занимаются вот именно, может быть, заключением именно браков или разлучением браков, вот что-то в таком духе. Кто-то здесь ставит какую-то оценку чему-то, да, или работа, сфера вашей работы, где-то ставить какие-то оценки, что-то оценивать, оценщики недвижимости, может быть. Окей. Очень глубокий человек, докапываетесь до самой детали, до вот самого ядра земли, вот так копаете. Также человек, который любит честность, человек, который любит деньги, человек, который любит заработки, какие-то идеи для заработков. У вас, возможно, даже и разговоры ваши какие-то только о заработках, о деньгах, как заработать, как получить, как из этого можно что-то сделать, так же, как притворить идею в жизнь. Вы умеете это умело. Вот так. Ну, вы очень такой и начитанный, и глубокий. В принципе, здесь я бы еще сказала, даже человек, когда не брал в руки книги, он уже все понимает. Этому человеку этот мир уже абсолютно понятен. Вот так вот. Да, такие вот люди. Тонкие, чувствительные можете быть. Но здесь могут быть такие проклятые карьеристы, да, вот работаю на убой, чтобы денег побольше, чтобы все купить, чтобы все приобрести, чтобы все было вплоть до бункера и запасов там, да, вот и воды, и всего. Также, в принципе, вы тот человек, которому дай деньги, да, вот он на самом деле создаст что-то такое нереальное, несущественное, что не существует еще на данной земле. То есть, или разработает что-то. Здесь человек может, в принципе, быть технарем таким, или человек, который умеет руками что-то создавать, делать. Также здесь люди, которые склонны, может быть, что-то вырезать, лепить, вот такое вот. Или в детстве вы могли любить вырезать, лепить вот. Именно ваше, может, по дереву, да, вырезать или выжигать по дереву. Кто-то здесь любил лепить скульптуры и так далее. Кто-то мечтает, да, вот именно создавать какую-то керамику, может быть, изделия какие-то керамические или же посуду, да, фигуры, фигурки и так далее. Что-то у вас такое есть. Также вы человек очень практичный, вы наперед уже продумываете, если это какая-то поездка в путешествие, что вам нужно взять, у вас обязательно будет, или вот, знаете, все такое минимальное, но все, да, вот такое вот. Или компактно все так уложено, но когда заглянешь в этот чемодан, там есть все и на все случаи жизни.
в случае отравления, в случае нападения, в случае, да, если выключили свет. Вот такой вот этот человек. То есть с вами впрок. И вы скорее склонны к каким-то запасам, к планированию, писать планы, это вы хорошо умеете, списки в магазин, что купить, да, и вы скорее еще тот человек, который любит какие-то материальные красивые вещи, вот тоже есть такое. Может быть, склонны к коллекционированию, что-то там собирать, коллекционировать красивое. Наряды любите, украшения любите. Также вы, знаете, очень публично вы выглядите очень ярко. Вот даже кто-то может сказать вызывающе или слишком экстравагантно, да, вот такая вот. Любите себя показать, любите похвастаться, любите, может быть, даже вот купили сегодня наряд, уже хотите вот прям уже одеть его и выйти, или вот прям ночь не спите и думаете, как вы завтра будете в этом выглядеть. Вот побыстрее вам хочется это на себя одеть, вот как-то спроецировать это где-то внешне. Также вы человек, который можете много о себе говорить, рассказывать, показывать, хвастаться, где-то вот даже приукрашивать. Какие-то ситуации в вашей жизни были очень сложными, но вы их преодолели именно с ловкостью, с какой-то вот такой вот, знаете, как змейка такая скользкая, раз и все. Или как вышли как гусь, сухая из воды. Так. Характеристика ваша. Но вы человек, кстати, еще бывает, тут такая жертвенность есть. Можете себя ради кого-то, ради любимых и ценных приносить в жертву, жертвуя чем-то своим или чем-то ценным, вот такое, не жалко денег там на кого-то, чего-то, вот, да, вот на вас смотрит женщину, которая не хладнокровная, да, у нее есть сердце, хотя с виду можете казаться такая холодная, такая учительница, да, или женщина с указкой, с плеткой, но душа у вас есть, у вас сердечко на самом деле умеет тоже болеть, волноваться, просто внешне вы это не проецируете. Иногда бывает свою грусть, знаете, вот залатываете покупками, красивыми нарядами, вот чем-то таким, может быть, что радует глаз. Или создаете какую-то красоту, может быть, на себе, или рисуете что-то, или картинку, или вяжете, чем-то занимаетесь. Ну вот вы умеете, кстати, вот так вот, знаете, прятать минусовые какие-то свои качества и минусовое свое состояние. Вы умеете вот как-то это перекрыть чем-то, улыбкой, там, все хорошо, да, общением, как будто бы на самом деле у вас все прекрасно. А у вас там вы приходите домой, да, снимаете плащик, садитесь и вот плачете или думаете, грызете себя за что-то вот так вот. А целый день, да, вы были такая яркая, красивая, веселая там и так далее. Вот что такое у вас есть. Умеете вы быстро переобуваться, вот так еще бы сказала. Дальнозоркая вы. Дальнозоркая и вот очень активная. Можете даже вот на ходу и обрубать, на ходу и ловить. Вот такая какая-то. Все вы везде успеваете. Старайтесь, по крайней мере. Хорошо. Тема сегодняшнего видео – его мысли, чувства, действия. Да, если с вами проигрывает характеристика, энергия, давайте посмотрим данный расклад, продолжение. Его мысли, чувства, действия. Посмотрим сейчас о том человеке, которого вы сейчас загадали. А потом посмотрим уже его мысли, чувства и действия. Кто он такой? Думайте сейчас только о нем. Человек здесь, да, или вот подался куда-то, ну, или Богу молятся, да, или вот подался в монастырь, вот так хочется сказать. Где-то там находится, зарабатыванием денег занимается. Также человек считает или надеется, что вот когда-то к нему, вот как вознаграждение, да, придет какая-то сумма. Не счастье, не любовь, а сумма. О деньгах он думает. Скорее даже склонный на самом деле пахать, не поднимая головы.
ради того, чтобы что-то было. Ну, не скрывает, кстати, желание, физическое влечение к вам. Даже, возможно, делится этим желанием с кем-то, рассказывая, да, о том, как его к вам влечет. Надеется на какие-то теплые дружеские отношения с вами. Но здесь почему-то все о любви, да, о чувствах, ну и о деньгах тоже, да, вот человек чем-то увлечен, на работе, может быть, находится, или постоянно думает о работе, о деньгах. И я бы еще сказала, он человек такой по жизни, который чего хочет, того получает. Очень страстный, очень активный. Очень часто проживает какое-то свое прошлое детство, вот это вот воспоминания, ностальгия какая-то есть на сегодняшний день о своем детстве. Что раньше было в чем-то даже лучше, это касается материального мира, что сейчас как будто бы деньги зарабатываются сложнее. Вот опять о деньгах, да. Кто он такой? У меня такое чувство, что он находится в отношениях. Или здесь, да, кто-то есть, кто до сих пор, да, вот какие-то хвосты. Что он что-то кому-то, может быть, должен. Или какая-то ответственность здесь может быть. Человек хочет вырваться из этого круга. Ему там дискомфортно. Его что-то не устраивает по чувствам. Также здесь по физическому, да, по постели. Здесь что-то вообще не устраивает. Здесь как будто бы этого уже или нету. Такое чувство, как будто бы человек о чем-то призадумался. Пойти куда-то дальше. Присутствуют какие-то страхи, сомнения, что вообще что-то в жизни у него получится новое и лучшее. Хочет, чтобы его любили, любит также и себя, и он не скрывает ни от кого, да, что он себя любит. Также человек, который умеет дарить любовь, чувства, скорее является в какой-то степени и романтиком, может устроить какую-то поездку, да, вот с какой-то программой, не просто там романтическая поездка, вот мы поедем туда, потом зайдем сюда, сюда, вот как-то так вот романтически, чтобы это все было. Недоверчивый, все анализирует, тоже копает до ядра земли, вот так вот, вот такой вот. Старается вот именно, вот у него желание такое, да, чтобы на земле восторжествовала какая-то справедливость и вернула ему за какие-то его деяния добрые, как он считает, что-то в стиле счастье и деньги, да, или чтобы я был счастлив и меня удовлетворяла моя сумма на моем банковском счету, вот как-то так. Здесь, ну, в какой-то степени он бывает и резок, и, знаете, вот он свое недоверие вот как-то вслух проявляет, я не верю, или вот показывает это какими-то действиями, я не верю. Здесь очень много того, что его очень много или обманывали в прошлом, да, но человек именно внешне проецирует, что он ничему и никому не верит. Также здесь может быть еще та ситуация, что он ничему уже и не удивляется. Да, вот создали роботов сейчас, вот, ну я уже и не удивлен, что завтра мы все будем на космических тарелках каких-то летать и так далее. Вот какой-то такой. Здесь очень много каких-то мечт, желаний, да, и вот почему-то кажется ему, что вот Вселенная его чем-то наградит. Хорошо. Смотрим дальше. Его мысли, чувства к вам и действия. Мысли сначала посмотрим к вам, у этого мужчины. Его мысли. Мысли. Такое чувство даже, что вам даже не в чем помочь. Вы ни о чем не просите. Вы вот какая-то, знаете, самостоятельная. Разгребаете все сама. И даже если вам предложить, вы откажетесь от этого. Да? Если вам что-то подарить, вам это может не понравиться. То есть вот он считает, он боится этого, ему это неприятно, да? Он даже не знает, с какого хода, вернее, с какого входа к вам зайти.
как к вам подступиться. Вот какие-то есть сомнения, что вообще нравится ли он вам, да, нравлюсь ли я ей. А как она это воспримет? А если я ей? А вот если очень много если мысли. Считать, что вы такая женщина, которая уже нашла какие-то интересы и занимается ими, что вам ничего и никто не нужен. Да, считать, что вы вот в какой-то степени гордая можете быть, да, и такая вот, у вас уже есть чем заниматься. То есть есть какие-то свои дела, и ни на что другое вы не отвлекаетесь. Возможно, человек вас знает или давно, или долгое время уже, но вот как-то прослеживает, видит какие-то ваши изменения, характеристики, внешние изменения. Он думает о вас, что на самом деле вы самодостаточная дама, что, да, не нужен вам Вася, который прибьет полку. Потому что у вас есть Петя, там, да, там Коля, Миша, там все, которые вот сразу по одному щелчку вот прибегут вам и прибьют эту полку. То есть зачем мне один, если у меня есть 10? Почему-то думает, что вы хитрите или обманываете, или скрываете каких-то других мужчин. Также здесь может, в принципе, видеть вас как женщину процветающую, ресурсную, да, у которой в любом случае есть какие-то кавалеры, которые за ней ухаживают, которым она нравится. Он также видит, что вы очень хорошо себе сидите, не нуждаетесь ни в чем. Человек ждет вашего, когда вы подскользнетесь, упадете, да, когда окажетесь в больнице, или вот какая-то сложная ситуация, когда с вами произойдет, вот только тогда, да, у меня будет повод как-то к ней прийти и предложить свою помощь, и тем самым сблизиться с ней. Вот надо вот что-то, чтобы у нее произошло, да, такое тяжелое, чтобы она вот волком выла, да, вот только тогда я первой подставлю вот свое какое-то плечо. Ревнует вас, но скрывает это очень тщательно, что он вас ревнует. И знаете, такое чувство, что у вас много кавалеров, но вы никому ничего не даете, ни с кем, да, не входите в близкий контакт. Вот такая вы. Имеете женскую гордость, но при том умеете очень хорошо управлять мужчиной или мужскими вниманиями вот этими. Да, когда человек почувствует вашу какую-то слабину, вот только тогда человек подъедет к вам. Вот они, его действия. Что касается чувств, его разрывают на части. Как же с вами вот поступать, что вам можно предложить? Да, вы очень самодостаточная, но вы очень нравитесь человеку. Очень нравитесь. Такое чувство, что вы чем-то таким отвлечены, что касается денег, финансов, да. Вот это для вас важно. Это у вас в приоритете. Это может быть шопинги даже какие-то. Вот, ну, у вас полно дел, но только не он. Вот как-то так. И чувствует себя не пришей к одному месту рукав. Вот таким вот. Мысли, чувства, действия. Действовать здесь будет, но при условии, когда вам будет плохо. Когда вам будет плохо, вот только тогда. Здесь цель есть у человека, он хочет с вами физической близости. Вот, видите, кто там на улице воет, ребенок плачет, да, вот то чувство, вот именно как воет, вот как будто он, да, вот уже психует, злится, чуть ли не волком воет, что вот так складывается ситуация, что к вам на самом деле не любым конем подъедешь. Вы закрытая очень. Даже, вот знаете, говорит о том, что вы с характером дама. Это хочу, это не хочу, это нравится, это не нравится. Вы еще выбираете, что между партнерами, что, в принципе, можете быть какая-то такая, как называется это слово-то, предвзято вот как-то все, да. Капризная, вот оно слово, капризная. Ой, как он тут на самом деле очень много думает. Думает, что даже представляет, как вы вместе, вдвоем, наедине, что вам есть друг другу о чем сказать. Он хочет вам что-то предложить именно, ну пока на словах, да. Вот как-то вас подвязать к себе, где-то вас представляет. На полянке, на лугу, в природе. Вот. Но где вы вместе, где никто вас не отвлекает. Никакие васьки.
не хочет треугольников. Он уже обжегся, кстати, в жизни от треугольника, из-за этого получил огромный опыт, из-за чего ушел в себя. Вернусь не скоро. Возможно, долгое время находится один. А сейчас даже может проживать в тех отношениях, где был треугольник, но он человеку заперто не верит, не может доверять, да, и скорее вот даже как-то обижен. Имеет такое, у него такое чувство, да, вот, что женщину нужно вот как-то держать в узде, иначе женщина распоясывается, да, не давать ей денег, не давать ей какие-то ресурсы, иначе она распоясывается и начинает вот делать, что хочу. Больше, наверное, гулять. Вот как-то так. Считает, что женщину нужно на самом деле на коротком поводке держать. Притом, если он любит. У него какие-то свои, я так скажу, да, свои правила поведения с женщиной, как с ней поступать и так далее. Здесь присутствуют юношеские молодые энергии, юношеский максимализм есть. Он считает себя кем-то, но таким еще не стал. Вот такое вот есть. Кем-то представляет, богатым стать, например, да. Он хочет благодаря богатству стать счастливым. Или что деньги привязывают женщин. Да, если у тебя есть деньги, по-любому у тебя будет женщина. Вот как-то так думает. Сердце разбито сейчас. Не верит никому. И даже вам. Действия в вашу сторону. Действие. Боится, он трусит к вам подойти, но ревнует вас на расстоянии. Так, еще какие действия здесь будут со стороны мужчины? Здесь страх. Страх того, что вот императрица даст по шапке, да, и пошлет куда подальше. И что здесь окончательно будет ваш отказ. Из-за чего, да, человек получит тоже какой-то опыт. Уже, в принципе, опыт сложный. Но то чувство, да, как будто бы вот сейчас тоже за одним опытом идет другой. Даже человек, когда думает о вас, все анализирует, он уже тоже получает какой-то опыт. Сомнения есть, действовать все равно будет. Будет аккуратно действовать. Но смотрите, действовать будет в тот момент, когда вам будет очень сложно. Как бы человек может как бы предложить свою помощь. Такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.